Наша пресс-конференция посвящена турниру, который пройдет в Якутии 9 декабря. И на пресс-конференции участвуют организаторы и участники главного поединка. Я хочу прежде всего от себя несколько вводных слов сказать. Я в Якутии совершенно недавно. Мне немножко сложно был сюда полет. Из Севастополя добирался сначала до Краснодара, потом поездом до Сочи, потом из Сочи в Новосибирск. Из Новосибирска летел в Якутск, но мимо пролетел и в Магадане приземлился. И Якутск сначала меня не принял, но через 2 суток все-таки сюда прилетел и увидел вот это настоящее гостеприимство Якутии. И увидел, вы, может, вы сами не понимаете, вы очень счастливые люди, вы внутри у вас там прям из сердца счастье идет, и вы вот ту вот суету, которую, я так условно назову на материке, вы как бы воспринимаете просто как обыденность и сильно в нее не погружаетесь. И внутри счастье сохраняете. Я бы хотел, чтобы это счастье и дальше у вас сохранялось. А наш турнир, он по большому счету исторический. Во-первых, естественно, он первый в Якутии, первый турнир по профессиональному боксу. И я до этого ни разу не слышал, чтобы в Якутии, и вообще, чтобы в таких условиях участвовали африканские боксеры. То есть они прилетели в температурный режим, их встретила Якутия минус 48. И если вы посмотрите исторические такие заметки, которые наши уважаемые журналисты, ваши коллеги делали, то есть сначала это были немножко замученные и некоторые даже испуганные ребята из нашей теплой Африки, но после того, как их встретили с кумысом, встретили, одели в теплую одежду, особенную там якутскую теплую одежду, и потом накормили, напоили, и это совершенно уже другие люди стали, они уже опять-таки, как вы, стали счастливы. И они рады, что сюда приехали, и, наверное, они об этом вам расскажут. И это впервые в мире, я так думаю, что проходит матчевая встреча, получается, между боксерами из африканских стран и из стран как бы континентальных. Не в Америке, не в Канаде такого я ни разу не слышал, чтобы такое было. И еще я хочу отметить слаженную работу команды организаторов, которые руководит Владимир Владимирович, и их подход быстрый, креативный. Я считаю, что Якутия самый креативный регион, самая креативная республика в Российской Федерации. И мне очень приятно здесь находиться и работать. И прежде всего я хотел дать слово тем людям, без которых это бы не состоялось. Это Владимир Владимирович, как представитель администрации. Давайте послушаем его. Добрый день, уважаемые приглашенные, наши гости. Во-первых, конечно, большая благодарность, что сегодня приняли наш вызов, приехали. Но и данное мероприятие окружная администрация в лице Евгения Николаевича проводит как организатор, выступает как организатор, потому как данное предложение у нас было озвучено осенью. Дмитрий Тененев, он сам предприниматель с Новосибирска, подошел к нам, встретился с Евгением Николаевичем, и эта идея была поддержана. И, конечно, за последний месяц у нас активная работа началась. И так думаю, что по организации
Все участники очень хорошо отрабатывают. Вот. Здесь большая группа людей работает, это не только окружная администрация. И полностью весь призовой фонд, расходы, они идут за счет спонсоров, которые у нас есть в городе Якутске. Это большие предприятия, коммерсанты, предприниматели. Ну и, конечно, есть инициативная группа, которая все это организовывает. Вот. Ну и, конечно, надо отметить то, что все это у нас быстро закрутилось, завертелось. Ну и погодные условия соответствующие, да, как раз минус 50, минус 40. Вот. Гостям это очень интересно. Ну и также много интересуются вообще с федерального центра данным мероприятием. Ну и, конечно, главный бой у нас будет Петр Васильев. Вот. И хочу выразить благодарность Петру Егорову, который тоже все, как у нас все это начиналось, он был. Вот. Большое спасибо всем. Владимир Владимирович, спасибо большое. Я хотел бы предоставить слово Дмитрию, ну и также поблагодарить Петра Егорова за то, что они вдвоем первые обратились к нам, ко мне, как к промоутеру, и обратились к этой идее провести здесь турнир. Я думаю, Дима лучше подробнее расскажет, как все это было. Всем добрый день. Мое начало началось с знакомства с Петром Егоровым. Я его поддержал. Петр поделился, что в Якутии очень много талантливых боксеров, которые бы хотели стать профессионалами. И зародилась идея создать турнир, чтобы привлечь внимание к профессиональному боксу в Республике Саха-Якутия. Далее я обратился к Евгению Николаевичу, мы организовали встречу, и он поддержал данную идею, сказал, что такой турнир нужен Республике Саха-Якутия, показать таланты, что есть талантливые боксеры, и они способны на многое, и выходить на мировой ринг. И далее закрутилось, и мы начали организовывать. Владимир Владимирович очень активно с нами участвует, спасибо ему большое за это, и всей команде, которая с нами. И я уверен, что это будет самый яркий турнир в Республике Саха-Якутия, он запомнится надолго и самый красочный. И после этого республика увидит, насколько талантливые боксеры и сколько может быть профессионалов в Республике Саха-Якутия, которые могут идти дальше, уже выходить на ринг выше, на мировой. Поэтому всех ждем 9 декабря в Триумфе. Спасибо. Надо добавить, что вот эта вот инициатива у нас поддерживается Министерством спорта Республики Леонидом Николаевичем Спиридоновым. И все это у нас приурочено к столетию физкультурного движения. Ну и теперь я хотел бы предоставить слово нашим гостям из Африки. Well, I'd like to have a word from our dear guest from Africa. И сейчас с нами вот на этой трибуне участник главного поединка и его тренер. The main participant of this fight and his coach. Я хотел бы задать вопрос прежде всего Тобиасу, как его первые впечатления об Якутии и вообще какой настрой его подопечного на бой. First of all, I'd like to ask our fighter his first impressions from this wonderful place and what does he expect from this upcoming fight? First of all, I would like to thank God for everything. В первую очередь я хочу поблагодарить Бога за все. Secondly, I would like to thank this promotion which is putting up this world-class event. Во-вторых, всех промоутеров за это мероприятие.
And I would like to thank the people of Russia for treating us so well, the beautiful people with beautiful heart. So that's why when I'm in Russia, it's like I'm in Windhoek, Namibia, Africa. I feel at home when I'm here because of good people. И в-третьих, поблагодарить всех людей России за теплый прием. У них очень добрые сердца, и они нас восхитительно встретили. I would like to thank our sponsor, MTC, back home, for investing into the sport of boxing. That's why the world now can see us because of their investment into the boxing. И в-четвертых, поблагодарить наших инвесторов MTC за то, что они смогли сфинансировать этот бой и предоставить нам возможность участвовать в нем. I would like to thank MTC Salute Boxing Academy, my team, for pushing me or for pushing us until we come at this level, world-class level. Хочу поблагодарить MTC и свою команду за то, что они подталкивают меня быть лучше, и за то, что я смог выйти на мировой уровень благодаря им. I feel great, and that's why I'm always saying, champion don't get ready, champion stay ready. I'm ready for this fight, and I can't wait for Saturday night. And I'm telling you this, I heard that we are the first black people to participate in sport in Yakutsk, and we are not just here to come and participate. We are here to make history. We are here for victory, when we will go back victorious. Я считаю, что мы не должны подготавливаться, мы должны быть всегда готовы к бою. И как я считаю, как мне сказали, мы первые черные бойцы, которые принимают участие в подобном мероприятии, и мы выложимся на все 100%. Me talking personally, I didn't come here for a holiday. I know it's a beautiful city with beautiful people, with beautiful heart. I came here for war. I came here to go back victorious. Я сюда прибыл не для того, чтобы отдыхать. Я знаю, что люди здесь очень добры, у них красивые сердца. Но я приехал сюда, чтобы воевать. Я здесь, чтобы отдать себя на все 100%. For more questions, I welcome. Thank you. Все, кто пришел сюда, спасибо вам. Ну, теперь дошла очередь до нашего бойца, непобежденного Петра Васильева. Я предоставляю ему слово. Наверное, у него есть что сказать. Всех приветствую. Так, по поводу подготовки боя скажу, что лагерь все прошел по тихой, по плану идет. Сейчас этап физосгонки. Ну и good luck, Nathaniel. I promise you, I am so hungry. You know, I am born to Yakutia. My blood have it hunters, you know. I like safari. Хочу сказать, что я готов. I want to say that I'm ready. And Для журналиста по-русски просто переведи. Скажи по-русски еще раз. Ну и Натаниэлю удачи желаю. Лагерь прошел у меня все по плану. Ну и говорю ему то, что я очень голодный и люблю сафари. I want to wish good luck to Nathaniel. My training camp gone smoothly, and I wish him good luck. Петр, у меня к тебе вопрос. Насколько для тебя ответственно и волнительно провести свой поединок в родных стенах? Честно, вот стараюсь не задумываться об этом. Ну и в других, как бы, я на соревнованиях участвовал, в боях вечера. И как бы вот этот
груз ответственности, ну, не особо стараюсь думать об этом, как бы. Просто выходить и свою работу выполнять. Уважаемые коллеги, я жду от вас вопросов. Вы готовы на них отвечать? Также у нас присутствуют еще ребята из основного карта. Это Михаил Варламов, Петр Егоров и ребята из Африки. Есть вопросы у вас? Пожалуйста. У меня вопрос к Тобиасу Нашелонга, тренеру, да, в том, что вот, какая культурная программа, да, вот будет у него, там, у боксеров из Африки, насколько они здесь задержатся после боев? I have a question for Tobias Nashongo, the coach. Do you have any cultural program, and for how long do you plan to stay here after the fight? Thank you very much. Repeat the question again. I have a question for Tobias, the coach. Do you have any cultural program while you stay here? So, do you plan to do anything while you are here? Ну, это скорее больше к организаторам. Давайте я отвечу на этот вопрос, а ты переведешь. Хорошо? Yeah, for me, it's not for the first time to come in Russia. This is maybe my 7th or my 6th time. I came several times, and I know culture for Russian, and I had been with the Russian for many years also. Я здесь уже далеко не в первый раз. Это, возможно, мой 6-й или 7-й раз, как я здесь, в этой стране. When I was 12 years old, when the Russian they was in Angola, that time also I was in Angola. We used to be treated by the Russian doctors. I know Russian culture more than some Russian. I know Russia very well. Меня тут лечили доктора 12 лет назад, и я очень хорошо знаком с Россией. And also my father, he trained by Russia in Moscow army. He was in army in Swapo. He trained by Russia. Мой отец служил здесь в армии. Yeah, my father, he was in Swapo the time before Namibia get the independence. My father trained by Soviet Union. Его папа был в России, он был тренером, и когда еще был Советский Союз, он в качестве тренера здесь проходил практику и обучался. Yeah, I know the culture. There is no problem for culture. And about fitness, I just want to ensure the coach for our opponent that I used to disappoint many people. I used to disappoint many promoters. I thank the promoter, Mr. Alex, to inform us on time. We have time to train. We have no reason to say no. We inform late, like used to be done by other promoter. He inform us on time. We prepare very well, and you must expect a beautiful fight. That is a promise I'm telling you. Промоутер, господин Алексей, нас заранее предупредил, мы смогли подготовиться, и мы выложимся на все 100%. Мы готовы. Thank you very much. Спасибо. Ну, по поводу культурной программы, они приехали драться. Культурная программа была предложена
но это не стоит их отвлекать. Мне кажется, гораздо важнее им подготовиться и показать то, что, ради чего они приехали. Добрый день. У меня вопрос к Натаниэлю. Натаниэль, вот каких титулов вы добивались за свою карьеру и какими титулами обладаете на данный момент в профессиональном боксе? I have a question for Nathaniel. Nathaniel, what kind of titles did you achieve during your fighting career? What can you show us for your achievements and titles? I am a champion. I was a former national champion. I was a former WBF international champion. I was a former ABU African champion. And I was a former WBA African champion. And I challenged for WBC silver with Inikibo. And I also challenged for WBO Intercontinental in big days in Ukraine. So coming into this fight is just kind of the fight that I get used to fight. But looking at this fight, I fought people better than Pitre, if I'm not mistaken, if you pronounce his name like that. So Pitre just a kind of the fight. To me, I don't feel any pressure. There's no pressure. So I fought better people than him. So easy work. Я бывший национальный чемпион. Я бывший чемпион WEF, WCC. И скажу честно, я дрался с бойцами, которые были лучше, чем Петр. И поэтому я не ощущаю никакого давления. Для меня это будет простой бой. Он называл несколько специфических титулов, но есть разные версии WBA, ВБФ и так далее. Но вот по 3 из них он был чемпионом Африки. Еще у меня вопрос к Петру Васильеву. Так, Петр, после твоего победного боя в сентябре 22 года прошло уже больше года, да? Хотя вот после того боя на пресс-конференции ты заявлял, что скоро у тебя еще предстоит бой, где-то весной этого года планировался, но после этого боев не было. И вот вопрос, чем вызван такой большой перерыв? Ну, как бы тут работа менеджера, как бы мы тут не согласовали тут пару моментов. У меня 2 лагеря сорвалось так. 2 боя должно было быть, 2 боя сорвалось там. С менеджером, короче, там были такие вопросы. До этого вы подписали контракт с промоутерской компанией «Бупас», если не ошибаюсь. У вас отношения продолжаются или уже нет сейчас? Это не промоутерская компания, это боксерский зал, «Бупас Джим» называется. Ну да, работаем, все верно. Никаких таких плохих у нас отношений с ним нету. Это же боксерский зал, получается, я как кемп у него делаю. И в этом же зале приписаны там менеджеры и промоутерские компании всякие разные с предложениями. Ну, бойцы же тут много разных всяких из других организаций. Так, а теперь тогда у тебя контракт есть вот с компанией «Русь» или с кем-нибудь еще, другим промоутером? Нету вообще, не. Свободный агент. Ясно, спасибо. Удачи. Еще вопросы будут? Ну, тогда мы перейдем к финальной стадии. У меня простой вопрос, который, наверное, всех интересует. Вот вопрос к гостям из Африки. Вот, до прибытия сюда вы знали о Якутии, о таких холодах, как минус 50, там минус 48? Но вы
вижу, подготовились, теплая одежда у вас была, и пуховик был на фото, да, а вот как ну, своей экипировке, своей одежде выдержали бы, ну, нормально было бы на таком холоде, или вот экипировка, которую вам выдали, или вот лучше, или помогла? Вот такой вопрос. I have a question for our guest from Africa. You probably knew that in here the weather is very harsh, very cold, minus 50, minus 48. And we've seen that you were ready. You were in a very warm clothing, in a very warm coat. But if you were in your usual clothes, would you be able to withstand these colds? We knew already that here is very cold, but we would like to thank the sponsor or a promoter who organizes with extra clothes. It's very cold here, and we are very thankful for that support. But whatever the weather, whatever the situation, we are here for a win. Мы знали, что здесь будет холодно, но мы бы хотели поблагодарить спонсоров и промоутеров за то, что они выделили нам необходимую теплую одежду. Но, как я уже говорил ранее, мы здесь, чтобы драться, мы здесь, чтобы победить. Let me add a bit. You know, it is too cold now, but in the ring it will be too hot for him. It will be too hot for him. That one I know it. Еще я хочу добавить то, что погода очень холодная, но на ринге противнику будет очень жарко. Хорошо, давайте тогда приступим к следующему этапу нашей пресс-конференции. Это будет первая битва взглядов участников основного карда. И для этого я приглашаю на место битвы взглядов участника первого боя основного карда Михаила Варламова и Лазаруса. I want to fetch for a fighting stare the Lazarus, please come forth. Aye, Shaya.
Помни этот флаг и его имя после этого боя. Я еще раз благодарю наших организаторов, Василия Владимировича и наших партнеров за участие. Да, завтра мы не успешим. И, конечно, мы живем в Москве 9 числа на поединке, как нам сказали, будет горячий ринг, несмотря на холодную погоду. Спасибо большое. Медиа